Джугурку Кенеш. Что вам приходит на ум, когда вы это слышите? Депутаты, законопроекты. На самом деле это целое государство с гигантской структурой, и регулируется все регламентом. А регламент — это по сути инструкция для депутатов и аппарата. Помимо полномочий Джугурку Кенеша, там говорится, например, о том, как открывать заседания, как формировать фракции, коалиции фракций, как принимать законопроекты. Отдельные статьи посвящены аппарату Джугурку Кенеша и Турага. Если вы думали, что его работа заключается в том, что все депутаты сидят в одном месте и обсуждают какие-то вопросы, то вы глубоко ошибались. На самом же деле важнейшая структурная единица парламента – это специализированные комитеты, в каждом из которых заседают по несколько депутатов. До того, как законопроект поступает на пленарное заседание, он должен быть одобрен в комитете. Сейчас в ЖК 8 таких комитетов. Как вы знаете, в Кыргызстане новая конституция, где теперь не 120 депутатов, а 90. Поэтому действующий регламент уже не совсем актуальный, но депутаты все еще опираются на него. Еще в прошлом году был предложен новый регламент. Он даже прошел первое чтение, но потом почему-то завис. А пока проект в таком состоянии, давайте посмотрим, по каким правилам предлагают работать депутатам. Скажу сразу, пробелов немало, но все же пробежимся по основным спорным моментам. Итак, согласно законопроекту, депутатская фракция теперь включает не только объединение депутатов из политической партии, но и депутатов, избранных по одномандатным округам. А вот если депутат вдруг захочет выйти из фракции, увы, мандат он потеряет. Сейчас такой санкции, конечно, нет, но если новый регламент примут, кто будет в ежовых рукавицах, думаю, вы сами понимаете. А еще законопроект содержит нормы, которые явно противоречат Конституции. Например, вот. Депутат может быть привлечен к уголовной ответственности с согласия большинства от общего числа депутатов Джугурку Кенеша по представлению генерального прокурора, за исключением случаев совершения особо тяжкого преступления. Все бы хорошо, только вот в Конституции говорится совсем по-другому. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Джугурку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. Идем дальше. Вы наверняка смотрели видео, где депутаты нажимают на кнопку и голосуют друг за друга. Так вот, проект регламента запрещает передавать право голоса другому депутату. Но будет ли это работать? Например, в действующем регламенте тоже есть ограничения по передаче голоса другому депутату. Впрочем, кого это когда-то останавливало? Ко второму чтению некоторые депутаты внесли свои предложения. Будут ли они учтены, еще вопрос. Тем не менее, давайте посмотрим, что рекомендуют народные избранники. Так, например, предлагают снизить статус проекта регламента с конституционного закона до просто закона. То есть это значит, что процедура его принятия может быть упрощена. Кроме того, некоторым депутатам, видимо, не понравилась норма о том, что если кто-то из них выйдет из фракции, потеряет мандат. Предложили исключить такую санкцию. Депутаты рекомендуют внедрить систему отпечатков пальцев, либо технологию распознавания лиц. В целом же положения проекта перекочевали из действующего регламента, но нельзя сказать, что это хорошая практика, потому что законодательство не стоит на месте и его надо постоянно улучшать. А для этого важно брать в пример практику государств со стабильным и развитым институтом демократии. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Ждите следующих выпусков.